Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет и что с вами случится за следующие 72 часа? Давайте узнаем, что расскажет, что подскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Птица снизу, лодка. Птицы — это знаки новостей, сообщений, оповещений, звонков. Вот какая-то птица ворвется буквально в вашу жизнь, и, скорее всего, это будет что-то крайне неожиданным. Допустим, с вами может связаться человек, с кем вы давно не общались, у вас состоится разговор, и вы будете очень удивлены. Вам могут прислать какое-то важное письмо, либо вам может поступить какое-то важное уведомление в электронном виде, в виде смс-ки. Может, даже посыльный принесет вам какое-то срочное письмо. Птица, которая поднимает ваше настроение, которая запускает то, что вы садитесь в лодку и плывете. Быть в лодке, быть уверенным в себе. Лодка ассоциирует с собой жизнь человека. И ваша лодка плывет в правильном направлении. Она плывет слева направо. То есть вы начнете двигаться в правильном направлении. Думать, ощущать себя. Позитивные какие-то мысли, настроение у вас хорошее. Для девушек, особенно для девушек, для женщин, у кого мужчина с вами свяжется, я так понимаю, что он вас на свидание позовет, либо попросит о встрече, либо скажет, что я приезжаю, очень хочу тебя увидеть. И вы такая: о божечки, надо же приготовиться, надо привести себя в порядок. У вас очень позитивные мысли, очень такое игривое и веселое настроение. А если это как-то связано с официальными уведомлениями, письмами, оповещениями, то вы, наверное, будете собирать какие-то документы, либо куда-то направитесь, чтобы получить документы. Но настроение у вас позитивное и очень-очень хорошее. Кому-то деньги придут. Причем придут именно с левой стороны. То есть для вас это тоже как-то неожиданно. Может быть, и не ждали вы вовсе этих денег. А может быть, это деньги как вознаграждение, либо чей-то подарок. Люди, как любимый человек, может денег дать как подарок. Скажет: купи себе что-нибудь, либо на ногти, на массаж, на спа. Также могут родственники денег подкинуть. И также вы можете получить чаевые, особенно если вы с клиентами работаете. Кто-то из клиентов очень сильно впечатлится и будет доволен вашей работой и даст вам эту денежку, чаевые вам даст. Деньги, конечно, небольшие, но тем не менее они горячие, они прям в руки вам падают с левой стороны. За денежки, конечно, отдельное спасибо, это всегда приятно. Дальше. Какие-то большие ступени показаны, и вам эти ступени никак не могли покориться. Очень сложно вам было забираться на эти ступени, либо вы скользили на них, а может, вы боялись, может, скользкие ступени, вы думаете: даже пробовать не буду, потому что вдруг я упаду, расшибусь, травму получу. Я вижу рядом с вами человека, высокого такого человека, большого. И этот человек буквально вас со спины поддерживает, страхует и говорит: так, я рядом, давай потихонечку, шаг за шагом, и мы по этим ступеням с тобой пойдем. Неожиданная поддержка, очень желанная поддержка. И вообще мне человек идет под знаком Козерога. Либо родился, в созвездии Козерог, либо человек, имеющий силу, власть, человек харизматичный, авторитетный,
человек, с кем не страшно, да, человек сам добился, теперь другим помогает. Вот вижу, что очень бережно, так аккуратненько, подстраховывая вас со спины, этот человек вас и мотивирует, и говорит, что он рядом, и помогает вам подниматься по этим ступенькам. Ну, по крайней мере, одну ступень вы точно преодолеете, да, такую прям очень высокую, скользкую ступень. Это хороший знак. Если вы будете действовать в этом тандеме, не побоитесь идти дальше, я вижу, что вы на большую высоту сможете взобраться. У кого-то это карьерная лестница, у кого-то это в бизнесе лестница, у кого-то в каких-то делах, вот что-то получить, чего-то добиться, о себе заявить. Вот будет вам помогать. Это может быть и мужчина, и женщина, но вот знак Козерога показан, четко Козерог. И еще, мои хорошие, здесь показывают какие-то воронки, но они мелкие, они как будто бы под ногами путаются. Обычно эти воронки — это что-то негативное, негативная информация, негативные новости, испуг, страх, чьи-то чрезмерные эмоции, либо чьи-то проблемы, которые человек пытается сбросить на вас. Вам нужно быть поаккуратнее, не наступать на эти воронки, а лучше их обходить, да, потратить время, либо, может быть, немножечко подумать о себе, да, и не подходить к воронкам, обходить воронки. В общем, пусть они там кружат сами с собой, а вам они ничем не угрожают. Вот единственное, что вы такой человек сердобольный, вот побежите кого-то спасать, кого-то выручать, и можете в этих воронках просто застрять, они будут засасывать. То есть свои дела вы делать не будете, зато вы будете проживать жизни других людей, да, решать чужие проблемы, либо жить в чужих страхах. Да, лучше этого избегать. Воронки небольшие, но их просто много показали. И они как будто бы у ваших ног кружат. Поаккуратнее. Вам чужие проблемы вообще ни к чему. Свои решайте, да, своей жизнью живите. Дальше показывают двух дельфинов. Они как будто бы валетиком, да, вот вальтом. Дельфины. Дельфины — это любовь, это романтика. Это признание, влюбленность, может быть. У кого-то в ближайшие 72 часа явно какие-то романтические мысли. Возможно, вам кто-то очень сильно понравится, и вы взаимно понравитесь этому человеку. У кого-то уже есть симпатия, да, вам кто-то нравится, кто-то уже запал в ваше сердечко, человек ответит вам взаимностью. И я вижу прекрасное настроение. Эти дельфины, они как будто бы, вот плещутся, да, но почему-то валетиком показали, как зеркалят друг друга. То есть человек делает шаг, и вы делаете шаг. Человек улыбнулся, и вы как улыбаетесь. Подмигнул, и вы подмигнули, да. Вот очень приятное романтическое настроение идет. Дальше здесь 2 полумесяца в растущей луне. С левой стороны каких-то 2 приятных события, либо приятная развязка у 2 событий, у 2 ситуаций. С левой стороны, потому что вы этим не занимаетесь, либо вы про это ничего не знаете, может быть, как отодвинули, задвинули, может быть, считаете, что это слишком сложно. Но вот 2 полумесяца, и это растущая луна, то есть как промежуточные результаты, позитивные результаты на пути к решению либо достижению. Вам об этом сообщит мужчина. Мужчина придет и скажет: вот так и так. Тут прогресс и тут прогресс. И вы скажете: не может быть, как это все происходит. Мужчина вас порадует. Мужчина и сам, конечно, будет очень рад, но и сообщит вам эти приятные новости. А может быть, мужчина отвечает за эти луны, да, и вам будет приятно, что у него получается, и у него хорошее настроение, и у вас хорошее настроение. В общем, правильным путем идете. Дальше вижу человека, который спит и видит вас, не знаю, либо как-то толкнуть, либо обидеть, подножку подставить, в спину толкнуть. Этот человек, очень близко к вам подойдет в ближайшие 72 часа. Но ангел заступится. Вот буквально между вами и этим человеком стоит ваш ангел-хранитель, и вот так в боевой позиции расставил крылья. И человек и так, и сяк, а не пройдешь сквозь ангела.
попытка неудачная. Но вы будьте настороже, потому что человек слишком близко подойдет. Да? Человек, с кем вы обычно в обычной жизни не общаетесь, прям крутится вокруг вас, и у вас такое ощущение, что что-то может случиться. Да? Человек чего-то хочет. Странно как-то на вас смотрит, как-то, знаете, вот украдкой, либо ехидно. Да-да-да. Попытка вам навредить, но ангел защитит. У вас очень сильный ангел. Вы почаще обращайтесь к своему ангелу, особенно очень хорошо. Вот утром проснулись, да, смотрите на себя в зеркало после сна, и вот так и обратитесь к ангелу, скажите: ангел мой, будь со мной, да, ты впереди, я позади. Там очень много разных есть и шепотков, и молитв к ангелу-хранителю. Можете просто своими словами. Такие молитвы, такие шепотки очень укрепляют и усиливают вашего ангела так сильно, так еще сильнее станет. Вообще, может быть, не подпустит этого плохого человека к вам. Дальше. У кого-то на работе может быть неприятный момент, но вы не берите дурное в голову. Почему? Потому что я вижу человека в раздрае. У человека что-то происходит, может быть, в личной жизни, может быть, там начальство по голове настучало. И человек очень сильно эмоционирует такой дурной темной энергией. То есть кипит, да, в простонародье говорят, закипел человек. Человек, не желая плохого, либо в душе хорошо к вам относится, но настроение плохое, может на вас сорваться. Может даже не на вас сорваться, но на других каких-то сотрудников, а вы просто рядом как свидетель. Да? Вот. Промолчите. Промолчите, ничего не говорите, не убудет от вас. Но с другой стороны, человек, когда пар выпустит, да, придет в себя, прям осознает, что был неправ, там придет, прощения попросит. А если вы не будете молчать, либо вы вступитесь, либо ответите, да, обратку дадите, то может произойти большой скандал. Вот, на ровном месте, да, из ничего случится может большой скандал. Поэтому лучше промолчать и сделать вид, что ничего не происходит. Это обстоятельства временного характера, да, буквально там, может, не знаю, за день, либо там за несколько часов человек придет в себя, опомнится, да, что нельзя выпускать на всех подряд свое негативное настроение. И, действительно подойдет, объяснит, попросит прощения. Да, будьте поаккуратнее. Кто работает с людьми, возможно, к вам такой вот клиент придет нервный, дерганый, там будет суетиться, там какие-то вопросы задавать, то не так, не нравится, там, вести себя не очень прилично. Тоже лучше промолчите, не надо заострять эти конфликты. Потом человек придет в себя, обязательно извинится, да, вот скажет, было плохое настроение, да, либо там что-то дома случилось, а я на этих мыслях, а я на стрессе, и вот вел себя неприлично. Да, лучше промолчать, лучше, да, спокойно реагировать, не убудет от вас, не убудет. Тем более вы будете видеть, что человек сам не свой, да, что вот дергается, потеет, краснеет, бледнеет, ерзает, да, вы будете это видеть. Симптомы будут. Кстати, по поводу симптомов. У кого-то симптомы пропадут. Может быть, вы плохо себя чувствовали, может, горло болело, может быть, там ухо стреляло, может быть, еще что-то было. Вот симптомы пропадают. То ли вы хорошо пролечились, то ли вы отдохнули хорошо, но вот тут пропадают у вас, либо у вашего близкого человека. Это прям приятная новость. Дальше. Запутанные дороги. Ошибиться в маршруте, либо транспорт поедет не туда, либо вы не туда свернете, если вы сами водите. Вот тут нужно быть поаккуратнее. Может быть, из-за погоды, может быть, какие-то пробки, да, какие-то аварийные ситуации. Вижу, что вот как путаница какая-то, как кругами, как полукругами. Надо поаккуратнее быть, да, и быть готовым к каким-то таким неприятным моментам. Там, простоять в пробке, например, да, либо дорога перекрыта, нужно в обход, в объезд ехать, либо идти, там, пересаживаться на другой транспорт. Вот какой-то такой момент показан. Не очень приятный, но и не критичный, понимаете, со всеми может случиться. Какую-то троицу показывают, максимально неприятную. Там одна женщина и два мужчины. Один мужчина постарше, другой помладше. Какие-то соучастники, какая-то группировка, не знаю, что они объединились. Да? Старший решает, а младший исполняет.
Может быть, это какая-то семейка, да, неприятная семейка, и вот они там дома обсуждают вас, обсуждают других людей, а ребенок, значит, ходит и издает базу. То есть он может там некрасиво высказаться, какие-то такие вот вещи плохие сказать. Ну, потому что родители говорят, а он повторяет. Ну, у кого-то отыграется, может, даже и на работе. Люди в группировке, вот они там, может, родственники, либо они просто там злые по натуре, друг друга чувствуют, друг к другу тянутся. 2 готовят провокацию, а 3, вот самый молодой, исполняет. Неприятные люди, абсолютно неприятные. Поверьте, за ними кто надо уже наблюдает. И поверьте, безнаказанно для них это все не пройдет. Но опять же, вам лучше туда не лезть, потому что они какие-то агрессивные, и мне они не нравятся. Они вот как втроем, как банда какая-то почему-то мне идут. Будьте поаккуратней. Дальше. Мужчина с хорошим внешним видом производит очень благородное впечатление и кажется каким-то таким далеким, серебряти, да, очень простой, очень открытый, очень доброжелательный. Вот именно тот случай, когда внешность, ну, совсем человека не раскрывает, а наоборот делает его какой-то персоной такой, знаете, прям небожителем. Вы очень сильно удивитесь, насколько этот человек положительный, насколько мягкий. Вот я вижу, что этот человек с вами будет максимально любезным, таким прям, знаете, душечкой. Вы прям удовольствие получаете от общения с этим мужчиной. Ну, допустим, это может быть менеджер банка, это может быть какой-то начальник, это может быть вообще там человек там выглядит респектабельно, богато, кажется, что он там какой-то богач, а в душе, в подаче такой простой, родной, ну, может быть, даже с каким-то сленгом разговаривает, да, ну, вот как свои люди, да, почему-то мне так идет. Вам так понравится общаться, что-то у вас соединит с этим человеком, как пересечение, я вижу. Может, даже вам помощь свою будет предлагать, а может быть, просто подойдет высказать там какой-то комплимент, либо расслабить вас, да, если вы там в напряжении, в стрессе находитесь. Может, какие-то неприятности с клерками, да, начальник придет и к вам будет максимально открыт, любезен, там, доброжелателен. Ну, вам очень понравится. Почему-то мне банк идет, не знаю, может, в банке что-то такое случится, и там хороший, классный начальник, который разрядит обстановку, там, извинится за своих сотрудников, да, вот там чай предложит, либо кофе, да, вот как-то поухаживает прям. Так, еще какая-то покупка, но вам лучше пока воздержаться. У вас прям ручки чешутся, что-то купить хочется. Но песочек говорит, что не время. Не время. Почему? Потому что цена, то ли скидка будет, то ли цены упадут, то ли, возможно, что-то появится аналоговое, но по качеству лучше. Вот, перетерпите. Ручки будут чесаться, голова будет гореть, но вам нужно перетерпеть. Не 72 часа, тут больше времени должно пройти. Может быть, дней 10, 15, да, вот какие-то скидки, либо лучшие аналоги будут, и там уже вы точно душу отведете и приобретете. И денег сэкономите, либо более современную модель возьмете, да, более функциональную. Но лучше перетерпеть, деньги пока не тратить. Это, конечно, очень сложно, но постарайтесь. Так, еще... Тыква. Вообще тыква к достатку идет. Но у вас тыква, она какая-то не целая, как будто бы кто-то ее погрыз, откусил, либо кусочек отломил от нее. Вам могут что-то дать, отдать, либо передать, но оно не будет цельное. Да, человек, который передает, говорит, ну я там себе немножко взял, да, я угостился, ну, отщипнул от твоей тыквы. Это, конечно, безобразие. Безобразие в чистом виде, но событие уже случилось. Да? Когда человек отламывал, вас не было, вы не могли остановить. Немножко подпортит вам настроение это событие. Скажете, вот наглый человек, да? Редиска нехороший. Но с другой стороны, человек, наверное, такой по жизни. Да? Это не только по отношению к вам, ко всем. Просто сделайте выводы и обратитесь к тому, кто передавал, и скажите, что больше не надо передавать через кого-то. Я лучше сама буду лично приходить, либо сам из рук в руки давай. Да, тут такие хитрые товарищи, да, наглые товарищи, которые без спроса половинят, забирают. Да, вас как будто бы кусочка лишат.
Но в целом я вижу, что вы получаете как подарок, подношение, может быть, какую-то сумму, да, вам передадут, может быть, какое-то угощение, да, кто-то угостится. Наглость, наглость, второе счастье, да, есть же такая поговорка. Дальше, цветок в бутоне. Цветы — это хорошо. Цветы — это к празднику, к радости, к подаркам. Но у вас цветок еще в бутоне. Кто-то готовится, да, кто-то готовится удивить вас, порадовать. И я вижу, что этот человек ведет себя странно. И у вас такие мысли, что-то скрывает, да, что-то не договаривает, что-то не так. Почему-то думаете о плохом. Но на самом деле здесь хорошее, да, просто человек хочет сохранить эту интригу и, возможно, к какому-то дню готовится, к какой-то дате. Может быть, у вас день рождения, может быть, у вас там свидание романтическое назначено. Вот поэтому так себя ведет. Не берите дурное в голову, здесь ничего криминального нет. Наоборот, это хорошее. Так, дальше. 2 человека за вашей спиной обнимаются. Договариваются, скорее всего, за вашей спиной. И будут какие-то намеки, будут какие-то подсказки, но вы почему-то не хотите этого видеть. Либо вам больно это видеть, да? И вы думаете: не буду об этом думать, мне показалось, я неправильно поняла. Нет, вы все правильно поймете. 2 человека обнимаются, договариваются. Или у кого-то еще может отыграться, что вы, например, человека просите с кем-то не общаться, человек идет и целенаправленно общается, а вам говорят: не, мы не общаемся, ты что, никогда. Да, вот какой-то такой момент, неприятный немножко. Да, кто эти люди? Но для вас, наверное, один из них точно важный человек, а второй, наоборот, неважный человек. Либо крайне неприятный человек. Но вот показано, что за вашей спиной, да, они обнимаются. Скрыто общаются, встречаются, либо о чем-то договариваются. Вам судьба позволит это увидеть, но вы почему-то не хотите воспринимать. Знаете, если от проблемы отворачиваться, это не значит, что проблемы не существует. Да? Это какой-то, может быть, немножко детский подход. Лучше проследите, посмотрите, чем занимаются, узнайте заранее. Не просто же так вам это покажут. Да, как предупреждение. Еще. Я вижу, что вы с какой-то женщиной очень здорово проведете время. Только не могу понять, где. С левой стороны, скорее всего, это какое-то новое место. Либо у вас какая-то такая внезапная встреча. А может быть, вы как-то пересечетесь с ней, да, неожиданно. Но вы так здорово проводите время. У вас такие яркие впечатления. Может быть, вы не так близки с этой женщиной, но вот это время, которое вы проведете вместе, прям эту женщину перед вами раскрывает. И что интересно, эта женщина сама в шоке от вас, в таком, знаете, очень положительном шоке. И у нее такие мысли: а почему мы раньше так близко не общались? Ой, какая она замечательная, да? А вас думает, что вы замечательная, либо замечательный. Да, время здорово. И, кстати, время так быстро пролетит. Буквально не успели вы встретиться, а уже раз 2 часа прошло, либо 3 часа прошло. Запомнится вам этот момент. Не знаю, может, где-то будете ходить по торговому центру, встретите соседку, допустим, с которой только лишь здоровались. И вы так прям разговоритесь, пойдете по магазинам, она вам помогает, вы ей помогаете выбирать. Здорово проведете время. На фудкорт зайдете, вкусно покушаете. Вот прям ваш человек, по душе вам. Либо в спортзал пойдете, встретите какую-то женщину знакомую. Здорово время проведете. Прям очень понравится. Положительные эмоции. Дальше. Придут новости о прошлом. Но это нечто новое. Смотрите, нечто новое, как новости, но о прошлом. О прошлых каких-то событиях, о прошлых ситуациях, о бывшем, о бывшей. От этих новостей вам прям приятно станет. Скажете: о, да, неплохо, неплохо. Что конкретно вы узнаете, я не могу сказать. Но если это касается какой-то ситуации, какого-то дела, то, возможно, какие-то улучшения, подвижки, а может быть, заново что-то открылось, либо появился доступ. Но если бывшая, может быть, вы узнаете, что человек до сих пор вас, не знаю, забыть не может. Либо вы узнаете, если хорошие отношения, что человек кого-то встретил, собирается жениться, замуж выходить.
Ну, приятно, вам будет приятно то, что вы услышите. У вас такое прям приятное послевкусие. Дальше, мои милые. Кто у меня своим делом занимается? Вот сам на себя работает. Неважно, чем занимаетесь, вот сам на себя. Какие-то бумажки. Бумажки, если бумажки для вас прям какая-то головная боль, как заноза в голове сидит. Какие-то бумажки вам нужно будет то ли собрать, то ли получить, то ли оформить. Прям придется немножечко понапрягаться. Но с другой стороны, вы это сделаете, и потом будете спать спокойно, да, вот прям выдохните. Может, это кто налоговая, да, допустим, может сказать, а ну там предъявите какой-то счет за такую-то дату или еще что-то, да, придется вам, конечно, побегать. Ну, у кого дела все в порядке, все хранится там разложено по месяцам, по дням, по декадам, да, вам будет легко. Просто достали, вот, пожалуйста. Если это касается пойти где-то получить какой-то документ, ну, день потратите, полдня точно потратите. Пока доехать, пока туда-сюда, да, время уйдет. Угу. Ну, с другой стороны, это жизнь, а как по-другому? Все так живут, да, все так делают. Дальше. Вы кому-то откажете, кто протягивает вам руку. Но, скорее всего, протягивает в качестве как поздороваться, договориться, либо помириться. И вы такая, нет, вы отворачиваетесь. И не хотите даже обсуждать, смотреть на этого человека. Это ваша принципиальная позиция, и тот, кому вы отказываете, уважает вашу принципиальную позицию. Вы растете в глазах этого человека. Казалось бы, да, вы отказали, человек должен разозлиться, но нет. Здесь обратный эффект, здесь уважение идет. Да? Человек так смотрит на вас, думает, ну, молодец, да, я бы тоже так поступил, да, либо так поступила. Вот, вы еще себя и уважать заставите. Ну, я сразу вас буду предупреждать, да, что это попытка договориться, помириться, либо как поздороваться, она не крайняя. Еще будут попытки, позже будут попытки. Но человек прям, да, уважает вас. Девушки, женщины, кто в паре, в браке, ревность. Ваш благоверный прям как этот уж на сковородке прям прыгает, дергается. Приревнует вас очень сильно. Да так сильно, что у него аж глаза кровью наливаются, на бычка похож. Но в себе держит. Да? Может как-то показать видом, что-то такое сказать, но больше держит в себе. С одной стороны, как бы молодец, сдерживается, с другой стороны, вот эти невысказанные эмоции, они очень нехорошо влияют на сердечную систему, на психику, на вообще, в принципе, здоровье. Вот. Если это была ваша цель, спровоцировать его на ревность, вы прям и добились, и превзошли себя. И если это какая-то странная, нелепая ситуация, то лучше, конечно, вот прям взять его за руку, сесть, объясниться, и чтобы он высказался, да, вот как бы надо это делать. Лучше не провоцируйте своего. Может, он у вас и спокойный мужчина, но он все держит в себе, а это может негативно сказаться на его здоровье. Вот. Ну, если это, конечно, ваша цель, то ну, так нехорошо, конечно, но вы цели достигнете. Если это не ваша цель, то лучше и не надо, да? Просто объяснитесь. Приревнует, очень сильно приревнует. По поводу, без повода, там уже не важно. Это ревность. И, кстати, да, ревность, она может быть очень опасной. Вот. Кто хочет проверять своих мужчин, как он там любит, не любит, это неправильный метод. Лучше откажитесь от этого. Дальше в какой-то ситуации стрелочка начинает дергаться. Она не идет вверх, но она и не падает вниз. Она дергается. Что-то можно сделать, доделать, усовершенствовать для того, чтобы ситуация начала меняться. И если вы правильно среагируете на эти сигналы, то вы можете ускорить и улучшить саму ситуацию. Вот, стрелочка дергается. Но мне идет, что это какая-то проблема, либо какой-то процесс, который, ну, буквально вот не двигался с места, да, вот как замерзло все. И вот начинает дергаться, значит, что-то нужно предпринять, либо что-то можно предпринять, либо обязательно что-то нужно предпринять, иначе все, стрелка упадет вниз. Будьте повнимательнее в делах особенно. Ну, личная жизнь, личной жизнью, там, семья, рутина, понятно, но дела тоже, про них не нужно забывать. Информация,
буквально бьет в глаза и в уши. А вот тут интересно показали. Вы хотели узнать что-то, вы не могли это узнать, вы у разных людей спрашивали, вы в разных местах искали, но информации не было. А теперь буквально информация бьет вам в глаза и в уши. Вот это нежданчик, да, вот это, скажете, мне повезло. Вы, возможно, не узнаете все там 100 из 100, но где-то на процентов 65, 55-65 вы узнаете. Это начало. Скорее всего, информация была закрыта, и вот время пришло вам узнать. Но либо вы у небес выпросили, небеса такие, ну окей, мы тебе откроем. Да, вот получите, у вас прям глаза горят, и щеки горят, и уши двигаются, да, потому что это нужная и важная для вас информация. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.